Лаборатория графеновой нанотехнологии создана по федеральной программе развития наноиндустрии при СВФУ имени Амосова в 2007-2010 годах. Лаборатория стала прецедентным вкладом для рывка научно-технического развития в Якутии. 2010 подарил миру Нобелевскую премию по открытию графена. Несмотря на отсутствие в Якутии школ по направлению, на сегодняшний момент опубликовано более 100 статей по уникальному материалу, из которых 30 опубликовано в высокорейтинговых журналах с индексом Q1 и Q2, зарегистрировано 15 патентов, выиграно и выполнено 12 грантов РФФ и РНФ, 6 молодых сотрудников стали кандидатами наук. Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы находимся в уникальной лаборатории графеновых нанотехнологий. Целью нашей лаборатории является, во-первых, синтез и исследование наноматериалов. Это графен, который имеет полуметаллическую проводимость, и его производные – это оксид графена, это когда графен подсоединяет атом кислорода, фторографен, когда графен подсоединяет атом фтора, они являются диэлектриками. А также мы синтезируем двухмерный полупроводниковый материал, это дисульфид молибдена. А что такое графен? Графен – это самый тонкий материал в мире, его толщина 3,4 нанометра. Но он обладает рядом уникальных свойств, он самый прочный материал. Он 200 раз прочнее стали, прочнее алмаза при той же толщине, обладает рядом уникальных свойств, высокая электропроводность, его электропроводность сравнима с медью, теплопроводность, непроницаемость. Почему графен обладает такими уникальными свойствами? Потому что он подчиняется законам квантовой физики. А электрон в графене, он имеет нулевую эффективную массу и двигается в графене почти со скоростью света. Его кристаллическая решетка представляет собой гексагональную кристаллическую решетку в виде шестиугольников. И можно сказать, графен – это один слой графита. Он углеродный материал. Тема моей работы связана с окисленным графеном. Это тот же оксид, это графен, но только у него на поверхности и по краю находятся кислородные группы, такие как карбоксильные, карбонильные, эпоксидные и так далее. А оксид графена является очень таким универсальным материалом, который применяется во многих областях науки, например, в электронике, в частности в печатных технологиях. Оксид графена также обладает антибактериальными свойствами. Его можно применять в медицине в качестве, сделать на их основе антибактериальные, например, бинты. Мы синтезируем углеродные квантовые точки размерами от 2 до 10 нанометров. Основным свойством этих квантовых точек является их яркая люминесценция. Изменяя условия синтеза, можно получить люминицирующий материал во всем диапазоне видимого света. Это материал очень перспективен для создания оптоэлектронных приборов. В нашей лаборатории разрабатывается технология создания наноэлектронных приборов на основе синтезированных материалов. На основе графена мы создаем гибкие, прозрачные, проводящие сенсорные экраны. Это, например, экраны для мобильных телефонов, для гибких, для сотовых. Также ряд сенсоров, в том числе медицинских. Всем здравствуйте, меня зовут Марфа. Я научный сотрудник лаборатории графеновой нанотехнологии, кандидат химических наук. И в лаборатории моей темой является синтез и исследование свойств углеродных точек. Если объяснять, что такое углеродные точки, простыми словами, это такие очень маленькие частицы маленького размера, нанометрового, которые светятся под воздействием ультрафиолетового света. И это свойство углеродных точек используется для создания конвертеров света, когда мы один светодиод одного цвета переводим в светодиод другого цвета. Водные суспензии, они применяется для печатных технологий. Это очень перспективное направление.
где графен применяется в виде печати электронных приборов на простом принтере. То есть это новое направление, в котором электронные приборы разрабатываются в компьютере и печатаются на бумаге. Я немножко пофантазирую, можно нарисовать солнечный элемент, распечатать на принтере размером бумага, например, города нашего Якутска, и эта бумага будет обеспечивать нас электричеством. И сейчас у нас идет исследование по гранту Российского научного фонда с Дальневосточным федеральным университетом. Мы исследуем двумерные наши материалы в сочетании с материалами, которые ферромагнитными, магнитными материалами, чтобы исследовать, какие свойства добавляют наши материалы, то есть как изменяется магнитная структура, магнитные свойства ферромагнетиков. То есть это применимо для спинтроники, это новое направление, где для передачи информации используется не заряд, а спин. То есть это оборудование у нас комбинационное рассеяние света, то есть здесь мы измеряем химический состав, спектры материала, и по ним определяем, какие элементы, молекулы находятся и в каком состоянии. То есть мы растим графен в нашей лаборатории на медной фольге, и потом с медной фольги мы переносим на кремний. Можно также переносить на гибкие подложки. С 4 сторон видны площадки как раз металлические для зондов. Интересным направлением является носимая электроника. Это электроника, в котором электронные приборы находятся внутри одежды человека. Эти приборы способны измерять, параметры тела. Это дыхание человека, влажность, температуру, изгиб движения человека и даже способны измерить пульс человека. У нас печка CVD роста графена. На данный момент происходит как раз отжиг при 1000 градусов. В трубке из кварца у нас находится медная фольга и кремниевые подложки с медным напылением. Пока у нас тут генератор водорода находится, то есть отжиг происходит у нас в атмосфере аргона с водородом. Процесс травления обычно где-то 30 минут у нас занимает, а сам процесс роста происходит с помощью метана. Сам процесс синтеза где-то 10 минут. Мы пока его не подключили, пока идет процесс отжига. И откачка происходит. Чистые газы. Вот у нас насос, смесь есть. Экспериментируем, то есть разные параметры подбираем, так как до этого у нас печки были другие, большие, а купили по гранту РНФ как раз эту печку и ее запускаем. Один из первых в прошлом году купили, и сейчас пытаемся вырастить именно монослой, либо сплошной слой графена. Сульфиды вольфрама, выращенные на кремниевых подложках. Тут нужно смотреть микроскоп. Да, дисульфид молибдена, дисульфид вольфрама растут в виде таких треугольников. Это именно однослойный материал. Наша лаборатория графеновые нанотехнологии создана по федеральной целевой программе развития наноиндустрии в 2007-2010 годах. Я 2 года занималась созданием лаборатории. И 12 мая 2012 года состоялось открытие нашей лаборатории. По словам экспертов, которые приехали принимать в лаборатории, я услышала, что наша лаборатория стала самой лучшей по реализации этой программы. По России было создано по этой программе около 20 нанотехнологических лабораторий. По этому поводу разрезать красную ленточку на открытие нашей лаборатории прилетел Кравцов Сергей Сергеевич, тогдашний замминистра науки и образования, нынешний министр просвещения. Это был мой звездный час. Лаборатория создавалась из пустоты, но все начиналось с нуля. В 2010 году была Нобелевская премия, была получена нашими соотечественниками по открытию графена. И тема была совершенно новая. Надо было писать концепцию
информации было мало. Для коммерциализации графеновых изделий было создано малое инновационное предприятие «Графен». Заинтересовался еще сильнее, когда вот поступил на учебу в СУФУ на физика. И далее стал вот уже улучшать свои навыки, в частности, теоретические основы, так как мы углубленно изучаем теорию, и стал совмещать теорию с практикой, когда учился, и уже здесь проходил практику. Ну и в дальнейшем, когда кончил учебу, меня приняли здесь на работу. Далее поступил на магистратуру, то есть на следующую ступень образования, и совмещаю учебу с работой. И совместно пишем дипломную работу, то есть работа по специальности у меня В момент получается. в нашей лаборатории опубликовано порядка 120 статей по графену в рецензированных научных журналах, и из них около 30 статей опубликовано в высокорейтинговых журналах Индексом Q1, Q2. Имеем уже около 15 патентов, выполнено 12 грантов, в основном Российский фонд фундаментальных исследований, последний грант Российский научный фонд. 6 моих аспирантов стали кандидатами наук. В прошлом году защитилось 2 девушек по углеродным точкам. Это Егорова Марфа, стала кандидатом химических наук. Защита состоялась в Томске. Ее работу похвалили и пригласили ее через 2 года на защиту докторской диссертации. И томская Саша стала кандидатом физико-математических наук. Защита состоялась в Москве, в Московском физико-техническом институте. Защита прошла блестяще, нас пригласили посылать соискателей в Вехсовет. В лаборатории работал Капитонов Альберт Николаевич, он руководил химическим отделом, он, в принципе, очень любил заниматься наукой. У него всегда были идеи, он почти каждый день приходил с новыми идеями, с новыми задачами, очень много читал литературы научной, переводил, и вообще он был душой нашей лаборатории. Физики любят проводить капустники. И первый капустник был сделан на открытии лаборатории, он написал цикл стихов под разные мелодии, и он компоновал этот весь капустник, и он был предъявлен всем нашим гостям университета. Это было очень талантливо. Наша лаборатория посещала много людей, ученые со всей России, много было иностранцев, школьники, студенты, и даже посетили все 4 наших президентов. Это Николаев Михаил Ефимович, Штыров Вячеслав Анатольевич, Борисов Егор Афанасьевич и нынешний глава республики. Первый президент Якутии Николаев Михаил Ефимович был 2 раза в нашей лаборатории. Первый раз он пришел просто посмотреть, услышать о графене, но потом он пришел 2-й раз, и на этот раз он мне предложил построить завод по изготовлению графена в Актемсах. Я ему отказала. Это был 2012 год. Я еще не была уверена, что удастся синтезировать графен в больших масштабах. Можно сказать, великий человек нашего народа. Ну, забегая вперед, я могу сказать, что его идея построить графеновый завод в Якутии начинает реализоваться в наше время. Нашими разработками заинтересовались москвичи, и ООО «Элемент» в городе Зеленоград предложил проект создания завода по изготовлению графеновых суперконденсаторов. Суперконденсатор – это очень перспективный аккумулятор энергии, и основной характеристикой, что он способен очень быстро заряжать. Ну, например, сотовый телефон можно зарядить за несколько минут. Ну, известно, что наибольшее развитие получает страна, развивающая электронную промышленность. Экономика развитых стран держится на развитии электронной промышленности. Это всем известно. Примеры: Япония, Китай, Америки.
Если мы в Якутии разовьем электронную промышленность и притом имеем огромные ресурсы природных ископаемых, то Якутия может стать очень богатой и могущественной республикой. Наноэлектронные приборы, которые мы изобретаем в нашей лаборатории, мы надеемся, что они будут серийно изготавливаться на будущих заводах в нашей республике. И в этом большой смысл нашей работы. Парадоксально не звучало в наше время, я служу своему народу, своим профессионализмом в научных исследованиях. Этим я горжусь и этим я счастлива. Просто для широкой публики, а вот что такое нанометр? Что это за размерность? Это 10 минус 9 метра. Это та область, где живут наши атомы, молекулы. А то есть 1 миллиардная часть метра? Да. Там совсем другие законы. Законы квантовой физики. И поэтому у них такие уникальные свойства, но такие материалы пришли в наш мир и полностью изменят, надеемся, изменят наше. Это выпускник Московского физико-технического института Новоселов Константин Константинович и Андрей Гейм. Они, значит, в 2010 году получили премию по, значит, созданию графена и исследованию их свойств. Они в то время работали в Манчестере, куда я в делегации наших сотрудников университета я съездила, была в Манчестере, имела, значит, делала доклад перед директором института Фалько. И, значит, мы, значит, решили с ними сотрудничать, и наш, значит, сотрудник Винокуров Павел Васильевич поехал на 2-месячную стажировку в Манчестере, и Новоселов Константин Константинович мне, значит, подарил картину со своей подписью.